Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Александр Бекантов отметил, что пресс-тур иностранных журналистов планировался в Туву еще с прошлого года. Основная цель поездки – это первичное знакомство, но, опять же, с точки зрения того, насколько это может быть интересно для их туризма, для развития деловых связей. И, в частности, допустим, сирийский журналист, который находится с нами, его интересует возможность запуска совместного проекта с участием арабских бизнесменов из других стран, с третьих стран, в частности, Арабских Эмиратов и Кувейта, в области орнитологии. Путешествие иностранных журналистов по Туве было организовано по самым главным священным местам республики. Журналисты помолились у Субургана, подножия горы Хайракан. Здесь их встречали красавицы театра танца и костюма Ункум с традиционными белыми кадаками. Записки со своими благопожеланиями и самыми сокровенными желаниями иностранные гости оставили в стенах единственного сохранившегося буддийского храма Устухуре. Ответственный редактор арабской версии портал «Вся Россия» Адель Жорж Муса отметил, что его приятно удивила вовлеченность тувинской молодежи собственной историей, желание развивать национальную борьбу и горловое пение. Это то самое, чего не хватает европейским странам. Тыңға тулық чейінімдірсен, туристердің ұндан оқпан шықпан олдырсен, сеңе бұл чаны олса, астыға алыспасын дейш. Қадық бергелері торылбасын дейш. Бодымны чанны, сеңе пелекке берден артты жаппей. Корреспондент узбекской газеты «Мир новостей» Максим Сидоров признался, что перед поездкой в Туву посмотрел разгромный видеоблог журналиста Ильи Варламова. Но, несмотря на это, Максим был впечатлен Тувой, природой, гостеприимством. Особо отметил уровень сохранности языка, культуры и традиций. Да, огромное количество национальных моментов, национальной культуры, которые здесь можно узнать, познакомиться с ней. Вот это прекрасное место, где ты можешь окунуться в эту атмосферу. И действительно, если ты приедешь сюда и заселишься в эту юрту, то ты сможешь, не знаю, погрузиться в те чувства и в те ощущения, которые испытывали эти народы десятки и сотни лет назад. Шеф-редактор эквадорского телеканала «Вито ТВО» Гарсия Лопес Хосе Альберто отметил, что посетил ряд буддийских регионов и именно в Туве отметил особенную энергетику. Мы смотрели там такую церемонию, люди поливают разные вещи в огонь. Это очень, конечно, впечатляет. Обряд сам. Да, обряд, да, очень интересно и очень, я думаю, впечатляюще. И особенно музыка мне тоже нравится. На второй день пресс-тура иностранные журналисты посетили золотую комнату в Национальном музее города Кызыла, где увидели скифское золото, найденное в кургане Аржан-2. В Центре тувинской культуры для иностранных гостей выступил ансамбль Хукжумчу. Здесь, где начинается Большой Енисей, закончился пресс-тур иностранных журналистов. Скоро о Туве узнают в Исландии, Аргентине, Бразилии, Китайской Народной Республике и Узбекистане. Надеемся, что знакомство с Тувой не станет последним. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Азамат Очур, Тува 24.